Российско-грузинская граница возобновила круглосуточную работу. Пункт пропуска Верхний Ларс открыли спустя месяц после того, как на территории Грузии сошел сель. Мощный поток грязи и камней обрушился в нескольких километрах от государственной границы. Тогда погибли около 6 человек, еще несколько до сих пор считаются пропавшими без вести. По словам специалистов, опасности для проезда транспорта на данный момент нет. Первый день после открытия границу пересекли более 2500 автомобилей. Как и прежде, пункт пропуска Верхний Ларс работает в круглосуточном режиме. Здесь созданы все необходимые условия для безопасного проезда как в сторону Грузии, так и в сторону России. С 12:00 14 июня пункт пропуска начал работать, функционировать в полном объеме. Сейчас работает в штатном режиме. Среднесуточный объем движения по улицам составляет более 3000 человек, по транспортным средствам около 1200. На данный момент ограничений никаких нету. По тоннажу, по транспортным средствам ограничений нету. Пересекают границы все транспортные средства. Во Владикавказ прибыл президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский. В первую очередь гость посетил стоматологический центр СОГУ. Отметив, что он полностью соответствует современным стандартам, делегат встретился с ректором университета Валерием Сузановым и обсудил вопрос создания на территории университета школы стоматологов. Медики говорили о высокой смертности населения от рака полости рта и о профилактике стоматологических заболеваний у детей в республике. Как отметил декан факультета, к сентябрю в стоматологическом центре планируется открыть детское стоматологическое отделение. Садовский встретился также со студентами факультета. Каждый из ребят мог задать вопрос гостю. Среди главных – проблемы будущего трудоустройства и отмены ординатуры в 2016 году. Мы видим в просторных кабинетах современное оборудование, включая лазер. Вот сейчас будет устанавливаться компьютерный томограф. Это все соответствует европейской модели образования, когда клиника университетская должна быть оснащена лучше, чем среднестатистический частный кабинет. Летний читальный зал – новый проект Республиканской национальной научной библиотеки. Чтение под открытым небом – отличный способ привить любовь горожан к литературе. Организовать летнюю площадку стало возможным благодаря мобильному комплексу информационно-библиотечного обслуживания. Почитать на свежем воздухе может любой желающий по вторникам с 10 до 2 и по четвергам с часу до 5 при условии хорошей погоды. Сотрудники научной библиотеки рады как детям, так и взрослым ценителям литературы. В нашем читальном зале летнем можно будет не только почитать книги, но прослушать интересные беседы, обзоры, поучаствовать в наших мероприятиях, которые будут проходить со всевозможными конкурсами, розыгрышами. И, что немаловажно, все наши мероприятия будут основаны на произведениях классики. Конкурс «Мисс МЧС России» собрал лучших работниц чрезвычайного ведомства Северной Осетии в зале Дворца офицеров. За возможность выйти в финальный этап состязаний боролись 11 претенденток. Прежде всего, участницам нужно было продемонстрировать профессиональные навыки и оригинально рассказать о себе. Затем их ожидали кулинарные дизайнерские поединки, последний этап конкурса – дефиле участниц. Изящной походкой каждая девушка представила свой стиль одежды. Победительницей регионального этапа конкурса «Мисс МЧС России» стала Ирина Санакоева. Если говорить о победе, естественно, не рассчитывала, потому что я работаю в системе МЧС абсолютно недавно, девочек практически не знала, не ожидала, кто на что способен, кто на что гораст. Но, надо сказать, конкуренция была высокая. Владикавказское духовное училище выпустило своих первых студентов. Торжественный молебен возглавил ректор духовного училища архиепископ Владикавказский Аланский Засима. Выпускники в течение 3 лет изучали богословские и светские дисциплины. Дипломы об окончании полного курса получили 16 выпускников. 7 из них уже имеют высшее светское образование. В процессе обучения 2 студентов приняли священный сан и уже несут служение в храмах Владикавказа. Также сертификаты об окончании регентских курсов получили 7 выпускниц. Церковь умножается, церковь растет. И церковь очень нуждается в добрых, хороших пастырях, церковных служителях, других служб, которые нужны церкви. И поэтому каждый молодой человек или девушка всегда нужны нашей церкви. Вы видите, сколько сегодня новых церквей открывается только в нашей епархии. Сейчас на открытии более 10 церквей. Thank you.